Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Объекты будущего. В этих шкафах бумага потом, когда я увидел, Какие объекты сегодня осмотрел Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Нижнекамский район, расскажет Рамиль Галиуллин. Паводок на поводке. Давайте исходить из неблагоприятного развития ситуации, резкое потепление. Готова ли Казань к приходу весны, выяснял Рамиль Шайдуллин. Первые в мире игры будущего прощаются с Казанью. Спасибо, Казань! Какими спортсмены и гости запомнят первые игры будущего? На церемонии закрытия побывала Вероника Гайнутдинова. Более 2 миллиардов просмотров онлайн. 21 дисциплина, среди которых небывалый ажиотаж, вызвали MLBB и Dota 2. По количеству спортсменов, просмотров, флагов и качеству команд игры будущего превзошли все ожидания. 2 недели мы жили фиджитал-спортом, буквально новым видом, который придумали в нашей стране. И вот первый в истории международный мультиспортивный турнир прощается с Татарстаном. Церемония закрытия прошла в Казань-Экспо. Внимание всего мира было приковано к этим играм. Интерес провести следующие уже проявили ряд государств. Подробный репортаж Вероники Гайнутдиновой. Отправились вместе с ними в увлекательные путешествия в Россию будущего. Церемония закрытия началась с показа главных моментов турнира и продолжения истории 4 героев, которые путешествуют во времени. Но если на церемонии открытия 2 недели назад они оказались в будущем, то теперь вернулись в прошлое, когда в далеком 2024 году в Казани впервые состоялись игры будущего. Ведь теперь это уже история. Появился на закрытии виртуальный Чебурашка в образе персонажа игры Марио. Он исполнил хит Эдуарда Хилля «Трололо». На сцену снова вышел робопес, который упал на церемонии открытия и не стал двигаться. На этот раз после долгих уговоров ведущих собака все-таки станцевала. Друзья, мы сделали это! Первые в истории игры будущего состоялись. Гостей церемонии приветствовал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, это огромный успех. Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Отдельно поблагодарил Татарстан за проведение таких масштабных фиджитал-игр на высочайшем уровне. Огромное спасибо гостеприимной Казани и Республике Татарстан. Благодарим всех тех, кто организовал невероятные сервисы, и те, которые обеспечили комфорт и безопасность для участников и зрителей. И снова доказали, что вы можете делать их здесь, в Казани, на невероятном уровне. Казань прощается с турниром, но для игр будущего все только начинается. Мы передаем эстафету следующим государствам, следующим странам. Вся республика старалась организовать игры на самом высоком уровне, отметил Рустам Минниханов и сказал спасибо татарстанцам за традиционное тепло и гостеприимство, за решение провести инновационные игры и за доверие первого турнира Казани. Раис поблагодарил президента России. Мероприятие торжественное, но немножко грустное. 2 недели наша столица была во внимании всего мирового сообщества. Я искренне хочу поблагодарить руководство нашей страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие провести это мероприятие у нас здесь, в Татарстане, нашей столице, городе Казани. Поблагодарить глав государств, которые нашли время и приняли участие на открытии этого большого праздника. Аплодисменты. Спасибо, Казань! Тысячи участников говорят Казани спасибо. Это сборная Бразилии по фиджитал-футболу. Каждый хочет сделать фотографию на память со спортсменами. Ребята раздают автографы и делятся впечатлениями от игр будущего. Мы в восторге как от турнира, так и от Казани. Нигде мы еще не видели такой организации. А какой город потрясающий. У нас в Бразилии ходить ночью небезопасно, а в Казани мы спокойно гуляли и чувствовали себя отлично. Ребята впервые увидели снег, и для них это большое событие. Все просто супер. Игры будущего стали абсолютно новым явлением для всех. Специально для турнира были придуманы как дисциплины, так и правила. Спортсмены с удовольствием делятся и результатами, и эмоциями.
Игры настолько непредсказуемы, что ты не угадаешь, где тебе будет, повезет больше, фиджитал части или физической части. Поэтому иногда мы выступали лучше в физической части, иногда в фиджитале. Этим игры все эти интересные. Нам очень понравился концепт игр. Мы все еще находимся в эйфории от участия. Не получилось выиграть, но мы так рады, что побывали здесь. Эти 2 недели Казань жила в будущем. У нас создали по-настоящему новый вид спорта. Однозначно каждый признается. Это что-то из рода фантастики, но масштабный эксперимент удался. Зародилось новое фиджитал-движение. И оно будет развиваться как в регионах России, так и в других странах. В нашей стране уже строятся и открываются фиджитал-центры. Ряд зарубежных государств уже изъявили желание провести игры будущего у себя. Еще на открытии об этом заявили президенты Казахстана и Узбекистана. Как отметил министр спорта России Олег Матыцин, проявили интерес и другие страны. Россия разработала стандарты и готова делиться опытом. Это некие регламенты, стандарты, структура, организация и видение фиджитал-движения. На этом фундаменте уже чуть-чуть проще, я бы так сказал, что-то конструировать, вводить новые дисциплины. В 21 инновационной дисциплине соревновались 2000 спортсменов более чем из 100 стран. Проводить соревнования помогали свыше 2000 волонтеров из 22 стран мира. Они работали на спортивных площадках, сопровождали команды и делегации. Добровольцев поблагодарили Дмитрий Чернышенко и Рустам Миниханов. Благодаря вашему профессионализму, красоте, открытости, улыбкам, знанию языков, знанию очень многих сложных профессий, вам удалось вместе с организаторами сделать игры на невероятном уровне. Мы гордимся, что наши игры самые лучшие в мире, а вы самые лучшие волонтеры. Аплодисменты вам. Спасибо. Мультиспортивный турнир попрощался с Казанью, но уже точно у игр будущего есть будущее. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Новая неделя в республике началась с больших открытий. Сегодня в Нижнекамске Раис Татарстана посетил отремонтированный терапевтический корпус районной многофункциональной больницы. Здание обновили впервые за более чем 30-летнюю историю. В городе сегодня открылась новая спортивная арена. Это подарок Сибура нижнекамцам. Рамиль Галиуллин продолжит. Отображается информация о начале транспортировки к нам в стационар. Рустаму Миниханову показывают обновленный терапевтический корпус Нижнекамской ЦРБ. Теперь для проведения диагностики пациентов не нужно переводить из одного здания в другое. Все необходимое оборудование расположено здесь. Сопровождение больных. Здесь у нас работает доктор. В этих шкафах бумага потом, когда я увидел, Обновили все. На 5 этажах. Отделение лучевой диагностики, кардиологии, неврологии, пульмонологии и многое другое. Медики отмечают, изменения долгожданные. За 33 года, что работает корпус, такая глобальная трансформация здесь впервые. Были обшарпанные стены, обшарпанные полы. Было не очень комфортно пребывать нашим пациентам в палатах, лишенным банальных удобств. Было не очень удобно работать в кабинетах, которые были тоже не совсем соответствовали, вернее, нормам Санпина. А после ремонта вы можете сами посмотреть, в каких комфортных, удобных условиях мы работаем. Палаты все оснащены санузлами, душевыми кабинами. Пациенты приходят и говорят: это что за такое здание, что это такое, мы что, находимся в Москве, что ли? Ремонт корпуса начался 2 года назад. Теперь его мощности и оборудование позволят принимать более 350 тысяч пациентов не только с Нижнекамского, но и соседних районов – Мамадышского и Новошишминского. Лежала еще в старом здании. Конечно, удобства все были в общих коридорах. Не очень удобно было со сломанной ногой особенно. А сейчас все это в своих палатах и приносят кушать, прям накладывают, уносят. Сейчас намного лучше. Сейчас вообще и жизнь лучше становится, и эти относятся лучше, и врачи, и вообще, и строители молодцы на уровне. По республиканской программе капремонта стационаров на масштабное преобразование выделили 760 миллионов рублей. Работы провели в 2 этапа. После капремонта корпус больницы включили в систему Центра экстренной медицины. Теперь здесь будут оказывать и неотложную помощь. Готовим операционный зал, готовим реанимационный зал. Все сотрудники готовы встречать. Это, конечно же,
в ситуации высокотехнологичной медицинской помощи является ключевым. В планах на этот год открыть отделение реабилитации на 20 мест. На приобретение оборудования из федерального бюджета выделят 45 миллионов рублей. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня в Нижнекамском районе к сетевому газу подключили дома многодетных семей села Барок. В церемонии запуска в эксплуатацию принял участие Рустам Минниханов. По программе дегазификации здесь уже подвели газопроводы до границ 417 земельных участков микрорайона. Райс Республики поздравил жителей с этим знаковым событием и выразил благодарность президенту страны за реализацию программы газификации. Напомним, в своем послании Владимир Путин распорядился расширить ее и распространить на СНТ. Также Рустам Минниханов подчеркнул, что «Газпром» достойно решает задачи, поставленные главой государства. Общая протяженность новых газопроводов – 19 километров. На сегодня заключено 77 договоров на дегазификацию. 44 домовладения уже подключены. Новый микрорайон села активно развивается. Здесь также проведено электричество, проложены линии связи, ведется строительство дорог. Мотор тормоз разгода, чтобы у вас было много-много детей, чтобы этот населенный пункт развивался, процветал. И за короткое время, как мне глава уже сказал, появились эти дома. Добрый путь, хайрлы сагатта. Спасибо всем. Хочу в первую очередь поблагодарить президента страны за те проекты, которые позволяют сегодня развиваться территориям. Последнее послание, которое мы видели, она в первую очередь направлена на человекоориентированность, на развитие территории. Отрадно то, что сегодня вопрос рождения детей, рождения семей, поддержка семей становится приоритетной задачей государства. Паводок в Казани может начаться в последней декаде марта. Об этом сегодня сообщили на совещании в мэрии. В зону возможного подтопления попадают почти 400 домов. Большая часть расположена в Советском районе города. Мэр Ильсур Метшин поставил задачу быть готовыми к любому сценарию развития событий. Готова ли Казань, выяснял Рамиль Шайдуллин. Солнце светит все ярче, температура на улице все выше. А значит, Киндерка, река, протекающая по казанскому поселку Оке, совсем скоро начнет движение. Русло очищено, поэтому, скорее всего, она не выйдет из берегов. Так ли это, жители поселка узнают уже совсем скоро. Остается 3 недели. Ну, ждем. Может быть, и не будет такого сильного половодья. Будет. Смотря как погода, если сильно втопит, конечно, тепло. Давайте исходить из неблагоприятного развития ситуации. Дата возможного паводка – конец марта, начало апреля. Тогда начнут открываться Казанка и Волга. В зоне возможного подтопления почти 400 домов. Это 12,5 квадратных километров территории города. Избежать неприятных последствий. Такую задачу сегодня поставили на совещании в мэрии. Иллюзий никого не должно быть. И никаких на погодные условия, что будет снег ровно таять и благополучно уйдет по тем путям, которые положены, речки, впадая в Казанку, в Волгу. По данным исполкома, местами высота снега в Казани достигает 2 метров. Глубина промерзания грунта 70 сантиметров. При резком таянии не исключены подтопления. В городе уже очистили русло рек и опоры мостов, привели в готовность гидропосты и водопропускные трубы. Освобождаем оголовки труб. Вот здесь идет труба, чтобы когда вода пошла, уже препятствий для нее не было. В настоящее время работы продолжаются. С проблемных участков активно вывозится снег, продолжается расчистка каналов, русел рек, от зарослей кустарников, а также упавших деревьев. В исполкоме не исключают и риска резкого потепления. Тогда в зоне возможного подтопления могут оказаться Сухая река, Борисоглебская, Савиново, Ягодная Слобода, Салмачи и другие жилые массивы города. Большая часть в Советском районе. Завтра, послезавтра пройдут учения достаточно серьезные. Это МЧС России проводит учения, в том числе и на территории города Казани. Еще раз посмотрим как раз готовность всех сил и средств, которые предназначены для этих целей. Это и в том числе штатные аварийно-спасательные формирования как МЧС, так и, соответственно, организации предприятий, которые находятся на территории города Казани. Мэр Казани поручил подготовиться к любому сценарию, уделив особое внимание пожилым казанцам, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления. Рамиль Шайдуллин, Иван Климов, ТНВ, Казань.
В Татарстан прилетели грачи. Первых вестников весны уже запечатлели специалисты отдела Госкомитета по биоресурсам по Дрожжиновскому району. Грачи прилетают не все сразу. Сначала самцы, затем самки. Весной вьют гнезда на деревьях целыми колониями, грачевниками. Птицы уже вовсю заняты своими хлопотами, прихорашиваются и громким карканьем извещают о приходе весны. Вскоре за грачами прилетят скворцы, дрозды и жаворонки. В Менделеевске завершилась Всероссийская олимпиада по химии «Потомки Менделеева». В этом году ее приурочили к 190-летию со дня рождения великого химика. Мероприятие было организовано в партнерстве с Аммонием по поручению Райса Татарстана. Таким образом, хотят привлечь кадры на промышленные предприятия Татарстана. Всего на состязание заявились 723 участника из 36 регионов России. В финал вышли 60 молодых химиков. Лучшим стал 17-летний Вадим Харисов из Уфы. 11-классник получил денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Помимо того, что вы на этой олимпиаде сможете получить денежный приз, я могу сказать, что мимо этого вы сможете получить как минимум некоторые эмоции, которые уже будут зависеть от вас самих. И, в принципе, это хороший повод встретиться с вашими друзьями и коллегами из других регионов. И потому что тут в целом классная обстановка, можете хорошо провести время. Казанский аэропорт к саммиту БРИКС обзаведется зданием КПП и обновленной парковкой почти за 200 миллионов рублей. Как изменится международный аэропорт имени Габдуллы Тукая к концу года, читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстан сегодня прибыл председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кашанов. В аэропорту Казани его встретил Фарид Мухаммедшин. Планируют обсудить вопросы межпарламентского взаимодействия Госсовета Татарстана с Нижней палатой парламента Казахстана и представителями органами акиматов. Гости намерены посетить Химград и изучить опыт нашей республики по проведению инновационной и промышленной политики. Многодетные мамы, ученые, профессионалы и лидеры. В Казани в преддверии 8 марта чествовали женщин года республики. Это 25 жительниц Татарстана. Конкурс проходит уже почти 30 лет. Здесь отмечают женщин, успешных в разных сферах. А еще мужчин, которых они видят героями года. Конкурс проходит при поддержке Рустама Миниханова. Кто они, женщины года? Наш репортаж с церемонии. Награждение женщин года – встреча традиционная. Лучших в работе, воспитании детей, науке, творчестве отмечают с 1996 года. Марат Ахметов поздравляет участников от имени Рустама Миниханова. Он подчеркнул важность признания женщин каждый день и каждый час. Отметил, 8 марта – это лишь напоминание мужчинам об их заслуженном отношении к женщинам. Сила нашей большой страны, сила нашей республики в том, что таковых и похожих вам у нас много. А ваш образ жизни сегодня, нынче особо востребован для нравственного воспитания нашего общества. Вы наш духовный фундамент. С предстоящим праздником женщин в видеообращении поздравил Ментимир Шаймиев. Все вы для нас одинаково любимы, дороги и важны. Я от всей души желаю, чтобы всем женщинам довелось испытать счастье материнства. У многодетной мамы из Бавлов Татьяны Фарваевой 9 детей. Старшему 24, младшей 8 лет. Есть и внук. Сама Татьяна работает воспитателем в реабилитационном центре для особенных детей. Быть хорошей мамой помогает любовь. Я очень люблю своих детей. У меня муж сразу сказал, что у нас меньше 5 детей не будет. Поэтому я, конечно, не думала, что у меня будет много детей, что я буду многодетной мамой. Но, слава богу, я очень счастлива, я очень рада. Я вообще ни на мгновение никогда не пожалела, что у меня столько детей. Лидеры и бизнес-леди, профессионалы и ученые, ветераны и женщины в культуре. Всего 8 номинаций. Они успешны и в работе, и дома. Чтобы быть женщиной-лидером, необходимо быть очень трудолюбивым человеком, который любит свою работу, любит свою профессию. 50 лет тому назад мама сказала: работай, дочка. Если работать будешь, тебя будет любить, тебя будет уважать. Я хочу поздравить всех женщин Республики Татарстан с праздником весны. У мужчины одно предназначение в жизни, и оно главное – сделать счастливой женщину рядом. И поэтому я всем из вас хочу пожелать, чтобы был рядом тот человек, который будет делать вас ежедневно счастливой.
Наградили и мужчин года глазами женщин. На сцене музыканты, общественные деятели и бизнесмены. Многие занимаются благотворительностью, патриотическим воспитанием, помогают участникам СВО. Рустем Гатин уже 1,5 года руководит полевой кухней в Лисичанске. Ежедневно кормят по 5000 жителей подшефного Татарстану города. Будем нести это звание обязательно с гордостью, не подведем. А всем хочется сказать большое спасибо и всем, кто участвует в нашем проекте и в моих проектах лично. Мужчинами года также стали Александр Лапшин из Агрыза, Рафаэль Габдрахманов из Изнакаева, Нурхади Гельфанов из Менделинской, Игорь Лерман из Набережных Челнов. В этом году на конкурс поступило больше 300 заявок. Вероника Гайнуддинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня журналистам представили результаты социальных опросов по предстоящим выборам президента России. Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства проголосовало бы абсолютное большинство россиян. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно ВЦИОМ, за Владимира Путина проголосовали бы 79% опрошенных. По 4% за Николая Харитонова и Владислава Дованкова, за Леонида Слуцкого 2% респондентов. Опрос проводился по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Также с 30 января по 13 февраля по заказу лаборатории социологических исследований КФУ был проведен опрос жителей в разных районах республики. Участие приняли 1500 человек. За кандидатуру Владимира Путина готовы проголосовать порядка 80% опрошенных, за Николая Харитонова 5%, за Леонида Слуцкого 3%, за Владислава Дованкова 2% респондентов. Порядка 85% жителей республики готовы пойти на избирательные участки 15-17 марта. В Татарстане всегда традиционно с 92 года очень высокая явка. Это связано и с качеством жизни, и с развитием информационных каналов информирования. Сегодня в селе Айбаш Высокогорского района приступили к возведению отреставрированной древней мечети. Напомним, в ноябре 2022 года из-за сильного ветра рухнул ее минарет. Тогда святыню, построенную в 1855 году, признали аварийной. Объект культурного наследия регионального значения решили восстановить. За благое дело взялись меценаты и местные жители. Сбор средств инициировал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия совместно с Духовным управлением мусульман. Только на первый этап требовалось 25 миллионов рублей. Алия Хайрудинова увидела, как мечеть обретает первозданный вид. Это центральная улица села Айбаш. Ее главным украшением всегда считалась старинная мечеть. В мае прошлого года деревянное здание разобрали по бревнышку, демонтировали обшивку стен, цоколь и кровлю. Все элементы тщательно пронумеровали и бережно перевезли в Лаишево на реставрационную площадку. Там каждый элемент почистили, сгнившие конструкции заменили. Сегодня обновленный сруб начали возводить на своем родном месте. Молитва перед началом благого дела. Мечеть была построена в 1855 году. Это объект культурного наследия. По словам специалистов, здание хорошо сохранилось. Заменили около 40% бревен сруба. В течение 2 месяцев мы соберем сруб, и до лета объект будет возведен под крышу, чтобы ему ничего не угрожало. С учетом строительства дома омовения, с учетом строительства и подведения инженерных сетей, строительства котельной, у нас объект обойдется примерно около 90 миллионов рублей. Не только венцы постараются сохранить все, что можно сохранить. К примеру, вот эти камни были заложены в фундамент почти 170 лет назад. И после реставрации ими обложат уже новый укрепленный фундамент. Восстанавливают святыню на средства благотворителей и местных жителей. До 2022 года мечеть была действующей. Здесь читали намаз, проводили курбан и ураза байрам. С минарета каждый день звучал азан. Радостно, конечно, радостно. Без мечети эта деревня уже не существует. Если мечеть есть, значит деревня уже есть, живет. Руководство республики и района сдержали слово. Они обещали, что восстановят мечеть. Когда храм разбирали, сердце разрывалось. А когда ветер снес минарет, горевали всем селом. Слава Богу, мечеть начали возводить. Надеемся, что скоро звуки азана разольются по нашему селу. Будет она, когда будет, сомнений не было. Вот сейчас вы видите,
началось, слава Богу. Пока идут восстановительные работы, для верующих обустроили небольшой обогреваемый вагончик. В священный месяц Рамазан жители Айбаша на намаз будут возить в соседние села. Места у нас не хватает, но на сегодняшний день есть рядом стоящие деревни, где это Юртыш, Мамдаль, там есть у нас мечети. По возможности тоже создадим трансфер. У нас есть люди, которые ездят на машине, и они могут отвезти. Строители обещают, сруб соберут и подведут под крышу до конца мая. После нужно еще минимум 3 месяца для его усадки. Тогда смогут приступить к облицовке и внутренним работам. Здесь же планируют открыть музей. Экспонатами станут детали конструкции старинной мечети, которые не использовали при восстановлении. В Татарстане под охраной государства больше 450 объектов. Сейчас ведутся работы в Казанской Белой мечети, в храме села Багряж-Заинского и в старой мечети села Маскара Кукмарского районов. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане будут наблюдаться небольшие осадки. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Высокой горе облачно, слабый снег. Температура днем от 0 до минус 2 градусов. Ночью от 10 до 12 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах, Дрожжаном обещают облачность. Осадки в виде снега. Температура днем минус 1,3, ночью 8-10 мороза. В Чистополе, Нурлате и Мамадыше небольшие осадки. Температура днем минус 1,3, ночью 8-10 градусов ниже нуля. В набережных Челнах, Нижнекамске и Меделинске пасмурно, слабый снег. Температура днем от 0 до 2 градусов мороза и от 8 до 11 градусов мороза ночью. В Альметьевске, Азнакаево, Бугульме температура днем от минус 1 до минус 3, ночью от минус 6 до минус 8. Здесь тоже облачно и небольшие осадки. В туристических городах республики тоже будет пасмурно. В Свияжске температура днем около 0 градусов, будет облачно и снежно, ночью 10 градусов мороза. В Болгаре днем минус 2, ночью минус 8, здесь пасмурно и без осадков. В Елабуге облачно, слабый снег, температура днем около 0 градусов, ночью 8 градусов мороза. В Казани пасмурно, небольшой снег, температура днем около 0, ночью минус 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, около 2 метров в секунду. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все, я с вами прощаюсь, до встречи. Берегите себя. Күндеріңіз мұшлы болсын.